момента вступления в федеральный закон каждый гражданин на территории Российской Федерации обязан будет заключить договор с так называемым региональным оператором. Второе, это, конечно, региональный оператор. Создание регионального оператора, то есть все средства будут аккумулироваться в одном месте, да, и распределяться уже между подрядчиками на выполнение данных услуг. Третье, это у нас то, что данная услуга уже уйдет от жилищных услуг. То есть если раньше это была управляющая компания жилищные услуги, да, то есть можно было протоколом собрания установить свою цену, то теперь эта коммунальная услуга, она будет регулироваться государственным органом по регулированию тарифов. Ну, так называемый наш региональный, РЭК. Вот. Вообще, почему этот закон начал приниматься, да? У нас на территории России в целом стоит проблема по обращению с отходами в плане того, что начиная, наверное, с года с 87-го, с 89-го, никто в эту отрасль не вкладывал деньги. Экологический сбор, он будет у нас взиматься с производителей товаров и услуг. Он тоже будет поступать на расчетные счета регионального оператора, в том регионе, где что производится. Ну, то есть, условно, это тот момент, когда производитель производит, допустим, шоколадку, и в цену этой шоколадки он будет закладывать цену утилизации этой шоколадки. То есть, вот эта вот вещь. Как это? Такая глобальная структура, в каждом регионе, которая будет собирать деньги. Очень много желающих с Москвы, говорят, забрать всю Россию. Сейчас у нас на территории Российской Федерации порядка 60 регионов у нас под одной фирмой уже. Это вот, который было опубликовано в моей статье, всем нам известные товарищи, как бы известные. Ну да, там под Дерипаской, там как бы. Ротенберг? Нет, Ротенберг, там капиталы Дерипаской, как бы, и они вот стараются захватить все регионы. Они официально приходили, как бы, выходили на правительство с официальными письмами, чтобы как бы показать поддержку, чтобы они стали региональными операторами территории, ну, конкретно республики, да. Но пока что правительство их не поддерживает. Мы играем немножко на опережение. Сейчас стараемся создать здесь местную, как бы, организацию по обращению с отходами, чтобы, ну, с первого имени, с момента вступления в этот федеральный закон, чтобы у нас работали местные ребята. Потому что если товарищи в Москве, то мы, грубо говоря, потеряем контроль над рынком услуг по перевозке, да? Ну, просто деньги уйдут. Да, ну, грубо говоря, уйдут. То есть мы не будем получать те средства, которые должны будем получать. Потом по лицензированию, у нас также вводится с 1 января уже вводится лицензирование. Его не было, по-моему, в течение 7 лет. То есть если раньше это было лицензия на перевозку, ее не было всем, сейчас она опять у нас появляется. То есть все перевозчики должны будут иметь лицензию на перевозку. И самый главный вопрос у нас сейчас стоит, да, перед субъектом и в целом, да, это у нас, как он будет у нас вообще работать на территории республики. Однозначно ответа пока что нет, да, потому что нету как бы нормативов от федералов, как таких, ну,